Новейшие бронемашины развивают скорость хода по пересеченной местности до 10 км в час, успешно преодолевают водные преграды и без заправки могут пройти до 600 км. Их задача – доставка пехоты на поле боя и ее поддержка огнем из штатного оружия. Машины используются как в сухопутных частях, так и в подразделениях морской пехоты. По площади проезжают автомобили со специальной транспортной платформой. Эта боевая техника предназначена для обеспечения разведывательно-боевой деятельности подразделений специального назначения, в том числе в условиях огневого воздействия противника. Применяются для дистанционного ведения объектов по различным огневым точкам, а также различным объектам к трибунам приближаются боевые машины противотанковой системы «Конкурс», созданные на базе бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Это оружие способно поражать современные танки, все типы бронетехники, инженерные укрепления и живую силу противника до дальности до 4 километров. Вооружение частей и подразделений будут стрелковых и морской пехоты флота. По площади проезжают бронетранспортеры, предназначенные для ведения радиационной и химической разведки в различных условиях. Эти специальные машины обеспечивают передачу данных разведки в режиме реального времени в автоматизированную систему управления войсками, а также своевременное оповещение в случае применения ядерного оружия. Бронированные машины обладают высокой проходимостью, с легкостью преодолевают пересеченные местность и водные преграды. На площади Победы автомобили с батальонными 82-мм минометами, созданные для подавления живой силы огневых средств противника, поддержку моторизованным частям. Миномет первые свои полигонные испытания прошел в Афганистане. Обладая дальностью стрельбы до 4 километров, он незаменим в ближнем бою при уничтожении противника в окопах, за домами и другими укрытиями. По площади проезжают многозарядные дивизионные реактивные системы залпового огня «Град». Внутри легендарной реактивной установки «Катюша», огненные залпы, которые наводили ужас и панику среди фашистских войск. Обладая дальностью стрельбы более 20 километров и значительной площадью поражения, эти системы предназначены для уничтожения живой силы и техники противника на фоне местности. Во время войны на вооружении Красной Армии находились различные артиллерийские системы, на смену которым сегодня пришли более мощные 152-мм пушки «Гиацинт», предназначенные для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника на марше, местах сосредоточения и опорных пунктах. На сегодняшний день «Гиацинт» полностью отвечает современным требованиям, может транспортироваться любым видом транспорта, способен выполнять сложные задачи во всех видах общевойскового боя. На площади Победы тактический ракетный комплекс «Точка» способен успешно и эффективно поражать укрепления, командные пункты, средства противовоздушной обороны и другие важнейшие цели тактической глубине войск противника на дальности 120 километров. Мобильность этого комплекса позволяет покинуть место запуска ракеты и специальное оборудование транспорта всего 19 минут На площади Победы продолжает движение 122-мм полковые самоходные гаубицы «Гвоздика». Самоходная артиллерийская установка предназначена для подавления и уничтожения живой силы артиллерийских и минометных батарей, а также для разрушения укрепленных объектов противника, обеспечения прохода в минных полях и полевых заграждениях.
самоходная гаубица выполнена классической для самоходной артиллерии 26. Корпус машины сварен из стальных броневых катанов, признаков полностью энергетических и позволяет осуществлять преодоление водных преград влади. На площади Победы на специальных платформах танки Т-72, самые массовые танки второго поколения. Основным предназначением боевых машин является ведение активных, решительных и динамичных боевых действий на суше как в наступлении, так и в обороне в любых условиях обстановки. Выведенные на вооружение в 1942 году танки Т-72 являлись основой танковых частей и соединений сухопутных войск нашей страны. И за многие годы победили все свои управлялись рекордной гранатометной гарматных стрелов, конструкции танка удалось заложить значительный резерв для модернизации и создания на его базе многих специальных машин.